Мене очень отрадно que услуга уважаемого премьер-министра дружеской нам стороны Российской Федерации и сопровождающейся делегации. قبل از هر چیز جنایات رژیم صهیونیستی رو در غزه و لبنان محکوم میکنم و تاکید میکنم بر اینکه مواضع سازنده و اقدامات روسیه در شورای امنیت انشاءالله میتواند در توقف این جنایات مؤثر باشه. Прежде всего я хотел бы серьезно осудить преступления сионистского режима на секторе Газа и Ливана и подчеркнуть, что созидательные позиции и серьезные действия Российской Федерации в Совете ООН могут оказаться эффективными в плане остановления этих преступлений. از روند رو به رشد همکاری‌های دو کشور در سطوح مختلف ابراز خرسندی می‌کنم و اعلام می‌کنم که دولت جدید هم اراده اصلیش بر تقویت روابط در همه زمینه‌هاست. Мне очень отрадно увидеть, как хорошими темпами развиваются наши отношения во всех уровнях. И хотел бы подчеркнуть, что новое правительство Ирана тоже серьезно намерено укрепить наши отношения. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کشورهای همسایه و به خصوص روسیه جایگاه ویژه‌ای را دارند. В нашей внешней политике соседи, особенно Российская Федерация, пользуются приоритетом. در این دوره ما تاکیدمون بر عملگرایی است و انتظارمون این هست که مذاکرات و یادداشت تفاهم‌ها و قراردادهایی که بین دو طرف امضا میشه در اسرع وقت عملیاتی بشه. В новом правительстве мы настаиваем на прагматичный подход и настаиваем на том, чтобы все переговоры, заключение договора и документы в ближайшее время реализовались на практике. تجربه مشترک دو کشور در مواجهه با تحریم از سوی غرب و ضرورت همکاری بیشتر برای بی‌تأثیر نمودن اثرات تحریم ضرورت همکاری و نزدیکی بیشتر رو در همه زمینه‌ها و در همه سطوح مدیریتی ایجاب میکنه. Общий опыт двухсторонней по противостоянию незаконным санкциям Запада и необходимость сотрудничества для нейтрализации этих санкций требует с тем, чтобы мы во всех уровнях и во всех направлениях сотрудничали между собой. ما تاکیدمون بر اهمیت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای بین دو کشور در همه موضوعاتی که اشتراک نظر داریم و به ویژه همکاری کنیم با کشور دوست و روسیه در مسائلی که مورد بحث و تبادل نظر دو طرف باید قرار بگیره، مثل جزایر سگانه و کریدور زنگزور که تاکیدمون بر این هست که هر گونه تغییر مرزها یا تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه موجب تنش و زمینه سازی سوء استفاده بازیگران فرامنطقه‌ای میشه. Мы подчеркиваем необходимость укрепления регионального сотрудничества во всех сферах с Российской Федерацией, которая является нашим другом. Мы должны в таких спорных темах, как, например, по иранским островам в Персидском заливе, по транспортному коридору Зангезур, нам надо работать с российскими друзьями, и мы подчеркиваем, что любое изменение границы повлечет за собой нестабильность и подготовит почву для злоупотребления со стороны нерегиональных держав. حجم مبادلات تجاری بین دو طرف در حال حاضر حدود 2.5 میلیارد دلار هست که ما انتظارمون این است که با تلاشی که دو طرف میکنند انشاءالله این سطحی در شأن دو کشور بالا ببره.
Сейчас товарооборот между двумя странами составляет 2,5 миллиардов евро. Мы ожидаем благодаря своим усилиям поднять его на достойный уровень. Уважаемый господин Ареф, я рад нашей встрече. Это мой первый визит в качестве председателя правительства в Иран. И хотел бы вас поблагодарить и всех иранских друзей за традиционное гостеприимство. Отношения России и Ирана имеют многовековую историю, опираются на принципы дружбы, добрососедства и взаимного уважения. И Россия искренне заинтересована в том, чтобы вывести наше сотрудничество на более высокий уровень, придать ему новое содержательное исполнение. Такие решения были приняты нашими лидерами, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и верховным руководителем Ирана господином Саидом Али Хаминеи. Мы приветствуем принципиальное решение Ирана на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Россией и полностью разделяем такой настрой. Приоритетное значение придаем нашему торгово-экономического сотрудничеству, диверсификации, соответственно, взаимного товарооборота, его структуры, и предлагаем продолжить совместную работу по его увеличению. Ну и, конечно, считаем важным создавать самые благоприятные условия для реализации целого ряда инвестиционных крупных проектов в различных областях. Решением таких задач должна заниматься наша совместная постоянная российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. С нашей стороны ее руководителем назначил министр энергетики Сергей Евгеньевич Цивилев. В качестве наиболее перспективного направления рассматриваем логистику и транспортную инфраструктуру. Россия и Иран обладают большим транзитным потенциалом и в Каспийском регионе, и в Евразии. Мы активно развиваем международные коридоры. Транспортный коридор север-юг, он связывает российские порты на Балтике, на северных морях с иранскими портами на побережье Персидского залива и Индийского океана, но и обеспечивает прямой выход всех государств Евразии на быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. Придаем большое значение нашему гуманитарному сотрудничеству. Я знаю, что в последнее время в Иране растет интерес к обучению на русском языке, в частности, получению высшего образования. И за последние 4 года количество иранских студентов, которые обучаются в вузах Российской Федерации, увеличилось в 3 раза и достигло 8 тысяч человек. Это мы приветствуем. Есть большой потенциал в области наших туристических обменов, в частности, решение, которое было принято по получению безвизового режима для туристических групп, позволило повысить количество наших граждан, которые путешествуют в Иран, на 52%, а у иранских туристов сегодня есть возможность оформить электронную визу для поездок в Россию. У нас обширная совместная повестка, уважаемый господин Ареф. Есть много проектов в области и, как я уже сказал, инфраструктуры, транспортной логистики, энергетики, сельского хозяйства, вопросов высоких технологий, промышленности, культурно-гуманитарных вопросов. И предлагаю перейти к ее обсуждению.